Продолжаем эфир новостями к этому часу и коротко о главных темах. Количество проводимых тестов на COVID-19 снова увеличат в Якутии. Видеонаблюдение за ходом ЕГЭ, мобильные компьютеры учителям и формирование IT-инфраструктуры в России появится стандарт цифровой школы. Айхальцы новогодние каникулы провели с пользой. Взрослые и дети стали участниками марафона здоровья. Начнем с текущей эпидобстановки. Итак, за минувшие сутки на территории Якутии зарегистрировали 123 случая коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга по эпидобстановке сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. В Якутске зафиксировано 53 новых случая, в Мегино-Кангаласском районе 16. В Мирнинском выявили 12 больных, в Жиганском 10, в Алданском и Нерюнгринском районах по 8 случаев. В нескольких других районах от 1 до 6 заболевших. За сутки региональные лаборатории провели почти 1500 исследований на COVID-19. Оперативным штабом республики принято решение вновь об увеличении количества тестирования граждан. Поступившая в город Якутск вакцина сегодня у нас использована в полном объеме. Вчера поступила новая партия доз вакцины 2200, которая также будет распределена по городу. К концу недели мы ждем дополнительное поступление вакцины порядка 22 тысяч доз на территории республики. И, соответственно, вакцину в том числе получат и наши промышленные районы, Мирнинский, Алданский, Нерюнгринский. И, соответственно, сегодня ставим задачу, так как у нас на настоящий момент из действующей партии всего использовано 55%, а все они использованы в городе Якутске для того, чтобы наши сельские районы в том числе усилили в этом направлении непосредственно вакцинацию. Преподаватели и обучающиеся, прибывшие из-за пределов Якутии, должны сдать тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. Также рекомендуется соблюдать режим изоляции по месту пребывания до получения результатов лабораторного исследования. Отмечается, что в учреждениях общего образования усилят санитарно-противоэпидемические мероприятия по коронавирусу. В целях профилактики коронавирусной инфекции в заведениях должны провести полную уборку помещений перед началом учебного процесса после новогодних выходных. Россияне с этого года будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно, даже при повышенной нагрузке на лечебные учреждения из-за COVID-19. Это следует из новых правил госгарантий, которые вступили в силу сегодня. В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. Ранее мероприятия авансировались из фонда обязательного медстрахования в размере не более 50%. Теперь они получат платежи до 100%, вне зависимости от объема оказанной помощи, и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Новое, хорошо забытое старое. По всей стране с этого года заработают вытрезвители. Напомним, их работа прекратилась в 2011 году. И в конце прошлого года президент страны подписал закон об их восстановлении. Теперь субъекты могут создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства. А сотрудники полиции будут доставлять туда пьяных граждан. В столице Якутии сегодня реабилитацией граждан с алкогольной зависимостью и алкогольным отравлением занимается Якутский республиканский наркологический диспансер. Именно благодаря их работе после закрытия вытрезвителей граждане с алкогольной зависимостью получали и получают всю необходимую медицинскую помощь. Сегодня, по словам заведующего учреждения, открытие новых вытрезвителей поможет их работе, ведь ежегодно через их центр проходит порядка 1500 человек. По статистике за прошлый год через нас прошло 1200 человек. 1200 человек. И, процентов 20 из них только лишь нуждались в специализированной врачебной помощи. Да? Вы знаете, на сегодняшний день основной процент – это мужчины. Мужчины средних лет, трудоспособная часть населения. Реже поступают женщины. Если посмотреть возраст пациентов, это где-то от 30 до 50 лет.
Прокуратура города Мирного проверила обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с федеральным законодательством за 9 жителями района было закреплено право на получение помещений. Однако в установленные сроки они предоставлены не были. В суд подан иск о возложении на муниципалитет обязанности предоставить им жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, и заключить соответствующие договоры найма. Судья требования прокуратуры удовлетворил. В результате вмешательства прокуратуры 9 лиц, нуждающиеся в особой заботе государства, получили ключи от квартир. Коммунальные службы Ленска продолжают расчищать город от снежных завалов. В праздники обильные осадки привели к затруднению движения. Жители недовольны работой служб. Коммунальщики говорят, что с таким количеством снега справиться в короткие сроки невозможно. Подробности далее в сюжете. Дорожные службы Ленска работают сутками напролет уже в течение месяца. Снежный циклон с порывами ветра буквально замел город. В этом году, конечно, пурга нам дала прикурить, все надеялись, что будет поменьше, проходили, дорогу проходишь, назад возвращайся, ее надо же чистить, назад, да. На Хапчегайке улица студеная, там вот за металлом, я говорю, 2 трактора пробивали, наверное, 8 раз проходили, туда-назад, и на второй день снова пришлось ее, прочищать. Частный сектор тоже попроходили, чтобы проезды были, ездили и 2 раза, и 3 раза в день, до разведчика. Чуть ли не каждый день мы туда ходим. Такого снегопада, признаются дорожники, не видели давно. Месяц предприятия работают на собственном энтузиазме, бесплатно, так как контракт закончился еще в начале декабря прошлого года. Нельзя не заметить, что город чист, но ленчане всегда чем-то недовольны. У нас претензии к тому, что по очистке улицы. Но насколько мы знаем, наша администрация даже не заключила договор на очистку этих улиц. А вот и как там теперь посмотрите, как там этот снег очищать? У нас прошли, просто пробили эту дорогу. А у нас же во дворах тоже после этих метелей наметает все. И чтобы это все вывести, куда нам вывести, если такие у нас стоят эти бровки? Грейдера прошли, они что, нам нагребли опять? То, что мы очищали около ворот, они нагребли и все. По словам механика дорожной службы, улицы микрорайона сильно захламлены. Технике в таких условиях работать сложно. Запустили тяжелую технику для прочистки дороги. Отвал у техники 4 метра. Улицы тютелька в тютельку. Но вы представьте, такую технику загнать в такой проулок. И то водители вычистили так, там обваловка, буквально сантиметров 10 возле дворов лежит. Проезды мы везде обеспечили, подъезды под водовозки и так далее. Я понимаю, что там большое очень количество снега, но мы не обязаны с прилегающих улиц вывозить снег. Микрорайон Алроса тоже оказался в плену снега. Пока не завалил, сами можете видеть, подъезды абсолютно не очищены. Помойки не могут убрать только из-за того, что сюда не может даже мусорная машина заехать. Очистка только нулевая. Вот центральные улицы и все. За чистку центральной улицы как раз и отвечают дорожные службы. А вот обеспечить жителям подъезд к домам должна управляющая компания. Но там нам ответили, что работа уже была проведена в декабре. Чистить так часто и средств не хватит. Надо сказать, что сегодняшние подрядные организации, которые занимаются чисткой дорог, лучшие за все время. Дороги, автобусные остановки, парковки всегда чисты. На улице частного сектора техника заходит постоянно. Но, несмотря на это, жители почему-то недовольны. А может, просто забыли, как выглядят дороги, когда их обслуживали другие предприятия. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В России появится стандарт цифровой школы. Документ содержит много подробной информации о том, каким оборудованием необходимо оснащать учебные учреждения. В том числе описываются функции систем видеонаблюдения на ЕГЭ. Она должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь. В пояснительной записке подчеркивается, что приказом утверждаются требования к оснащению школ в целях формирования IT-инфраструктуры для создания условий для применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Алроса добыла на Нюрбинском горнообогатительном комбинате крупный алмаз, похожий на фрагмент метеорита. Об этом сообщается на инстаграм-странице компании. 109-каратная находка напоминает фрагмент челябинского метеорита, обнаруженного 15 февраля 2013 года. В составе тогда был обнаружен оливин, нередкое для алмаза включение. Якутский же алмаз был добыт в первый день 2021 года на трубке Нюрбинская. Нюрбинский горнообогатительный комбинат – один из самых молодых
предприятия «Алроса». ГОК был создан в 2000 году для освоения месторождений Накынского рудного поля. Уже вторую зиму Леонид Валитов из Екатеринбурга. Массажист по профессии, но художник по призванию радует своих соседей гигантскими рисунками на хоккейном корте. Для создания снежных картин мужчина использует всего два предмета. Это рисунок и лопата. Он создает эскизы в фотошопе, делает разметку, а затем переносит ее на корт. Ради своего хобби Леонид даже жертвует сном. Мужчина рисует картины ночью, поскольку в такое время на корте безлюдно. Кроме того, снег ложится ровным слоем, что значительно упрощает процесс. Работа над одним стандартным рисунком занимает до 5 часов времени. После первых же рисунков я увидел, что соседи очень заинтересовались этим, поскольку они видят со своих окон эти рисунки, и это поднимает им настроение. Они делятся своим восторгом в комментариях, хвалят. Это очень приятно, это очень греет и вдохновляет на дальнейшее продолжение творчества такого. Сегодняшняя идея посвящена насущной проблеме, но я постарался, как обычно, выразить это в более юмористической форме. Да? Это зверек, изображение которого я нашел в сети, и подумал, глядя на него, поскольку он машет рукой, прощается с кем-то, я решил приурочить это к прощанию с ковидом, которого мы все ждем. Айхальцы тоже новогодние каникулы проводят с пользой. Взрослые и дети стали участниками марафона здоровья. 6 мастер-классов провели лучшие тренеры Айхала. Места на бесплатной тренировке были ограничены. Марафон собрал более 80 любителей здорового образа жизни. Остались ли довольны участники, узнала Оксана Мезенцева. На айхальском хоккейном корте шумно. Слышно тренеров и звук удара шайбы о борт. Бесплатный мастер-класс по хоккею собрал детей разных возрастов. Ребята постарше отрабатывали упражнения с шайбой. Совсем юные айхальцы учились владеть клюшкой. На самом деле хорошо, что в новогодние каникулы, праздничная атмосфера, есть возможность детишкам позаниматься нашим. И погода сопутствующая, благоприятная. И мы поддерживаем своих ребятишек, своих детей. Они занимаются, все рады. Места на мастер-классы были ограничены. Тренировку посетили 20 мальчишек. Многие уже занимаются хоккеем несколько лет. Были и те, для кого игра с клюшкой в новинку. Все участники мастер-класса получили памятные сувениры. Засиделся дома, поэтому хотелось побыстрее выйти на лед уже покататься. Завершился марафон здоровья мастер-классом по волейболу. Познакомиться с этим видом спорта смогли школьники. На тренировку пригласили и опытных волейболистов. Вместе с новичками они отработали основные навыки игры в волейбол. Меня сегодня удивило, как они давали пасы хорошие. Ну и, конечно, поразило, как они могут ударить по полю. 6 бесплатных мастер-классов провели за 4 дня марафона здоровья. Взрослые и дети также попробовали себя в кроссфите, йоге и плавании. Тренеры уже ждут новых воспитанников в секции. Марафон здоровья в Айхале собрал более 80 любителей здорового образа жизни. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». И на этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.